Свою поддержку в адрес Рамзана Кадырова, который сразу же подал официальную жалобу на решение Южно-Сахалинского суда, стали выражать представители всех конфессий, политики и общественные деятели. Такая сплоченность показала, что если в вопросах политики у главы Чечни в стране еще есть оппоненты, то в вопросах религии его поддерживает большинство. Нападки на религиозные чувства верующих вызывают негодование всех здравомыслящих людей, вне зависимости от нации и вероисповедания. Давайте вспомним, что по призыву Рамзана Ахматовича Кадырова в начале текущего года прошел миллионный митинг в Грозном против карикатур на пророка Мухаммеда, в котором приняли участие в том числе и православное духовенство из всех северокавказских республик. Хочу особо отметить, что благодаря той политике, которая у нас проводится, нет ни одного факта межнационального и межконфессионального, межрелигиозного конфликта. Это настолько важный и серьезный вопрос, что точку в нем поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подписав законопроект о запрете признания экстремистскими текстов священных книг всех традиционных религий на территории нашей страны. Вместе с запретом книги «Мольба к Богу», цитаты из которой являются обязательным условием молитвы, суд признал экстремистами и всех мусульман. Ведь суру Аль-Фатиха каждый из них читает ежедневно как минимум 17 раз. Реакция последовала незамедлительно. Рамзан Кадыров заявил, что в разбирательствах по этому вопросу готов идти до конца, а судья должен быть призван к ответу. Кто не относится к уважению нашей религии, Корану и пророку, саллаллаху алейхи вассалям, этому человеку я объявляю войну. Я готов умереть, это, я считаю, счастье. Если за это меня накажут пожизненно, даже посадят в тюрьму, это для меня тоже счастье. Я вот такой человек, я мусульманин, истинно верующий, и который готов отдать жизнь за Коран. Адвокат Саид Магомед Чепанов, представляющий интересы Рамзана Кадырова в суде, заявил, что защищать Коран для него дело чести. Заседание, в ходе которого была рассмотрена жалоба главы Чечни, длилось свыше 4 часов. После долгих прений областной суд отменил решение Южно-Сахалинского суда о признании книги «Мольба к Богу» экстремистской. Суд также отказал в удовлетворении запроса городской прокуратуры о признании экстремистскими только фрагментов книги с авторскими утверждениями, а не аятов Корана. Запрет Корана снят в полном объеме. Книги, которые были изъяты в обязательном порядке, незамедлительно они должны возвратить по принадлежности. В первую очередь поздравил своего доверителя главу Чеченской республики Кадырова Рамзана Ахматовича, всю мусульманскую умму Чеченской России, мира. Отмену решения Южно-Сахалинского суда по цитатам из Корана Рамзан Кадыров назвал торжеством слова Всевышнего и наглядным свидетельством тому, что любые посягательства на главную книгу мусульман обречены на провал. Это не раз доказывала и многовековая история Корана. За это время было много тех желающих очернить и исказить Коран, но каждый из них терпел позорное поражение, а слово Всевышнего торжествовало. И так будет всегда. Нам приятно, что мы первыми подали исковое заявление о признании решения Горсуда незаконным. Именно оно обратило внимание всего общества и политического руководства на нелепые выводы Горсуда. Во всем мире с глубоким одобрением и признательностью воспринято решение президента России Владимира Путина инициировать принятие Госдумой закона, запрещающего объявлять экстремистскими тексты Корана и книг других религий. Через неделю он будет принят в окончательном чтении. Нам всем нужно сплотиться вокруг своего национального лидера, стать ему опорой и поддержкой во всем. Глава Чечни также поблагодарил всех, кто помогал защитить неприкосновенность религиозных текстов. Я благодарен министру промышленности и энергетики Чечни Галасу Таймасханову, занимавшемуся организацией всех вопросов, связанных с подачей искового заявления в Южно-Сахалинский областной суд. Также глубоко признателен адвокату Саид Магомеду Чепанову. Его высокий профессионализм способствовал признанию незаконным решения суда по аятам священного Корана. Иск удовлетворен в полном объеме. Да возблагодарит вас обоих Аллах за благие дела. В Духовном управлении мусульман республики говорят, что в вопросах религии для мусульманина нет и не может быть компромиссов. Посягательство на священную книгу приверженцы ислама расценивают как посягательство на жизнь. Поклонение Всевышнему – смысл существования каждого верующего. Защищая Коран, мусульмане готовы отдать жизнь. Сама идея суда над текстами из Корана, которая отвергает расизм или нацизм, изначально была абсурдной. ديل يعني توش إز دعوتنا دال سن أرسو دلا غو دلا تغنا دين رسيسكي أق بتشعل خا إيه صوت إيه مليون سقوش بوش بوسنا هنا غوق لخصنا بوق بويز الحمد لله باخد إز
قدر رزمن ويبتشعنا دالت سو بين موشمون أزديك جبالهم ديك أزديك Политологи и общественные деятели назвали решение суда историческим событием. Этого и следовало ожидать. Мы были уверены, что истина и правда восторжествуют, тем более, что они были возвещены главой Чеченской Республики, служителем Корана, национальным и духовным лидером Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Самое главное, чтобы мы с вами понимали, что без участия Рамзана Ахматовича, без его инициатив, без его душевной и сердечной боли, да, без нашей с вами дружной позиции, консолидированной вокруг него, ничего бы этого не было. Это историческое действие, которое без всяких сомнений войдет в современную историю не только Чеченской Республики, но и Российской Федерации. Новость о том, что Сахалинский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, быстро облетела республику. Гости и жители столицы выражают свою радость и благодарность Рамзану Кадырову за принципиальную позицию в этом вопросе. Решение Сахалинского суда было неправомерное. И, в общем, оно как бы даже, можно сказать, провокационное в отношении народов России, да и всего мусульманского мира. Да. Поэтому своевременно вмешательство Рамзана Кадырова все поставило на место, как и должно было быть. Все по воле Аллаха. Аллаху Акбар. Аллах, Аллах, это... Я думаю, что каждый мусульманин, проживающий в этой стране, рад отмене решения Южно-Сахалинского суда. Я очень рада этому, потому что я считаю, что то, что суры из Корана, строки из Корана считались экстремистской литературой, либо какими-то экстремистскими выражениями, это оскорбляло многих верующих мусульман. Вынося решение о признании суры из Корана экстремистскими, могли не знать судья Перченко, какая реакция последует за этим. Ее вердикт оскорбил 20 миллионов граждан России, исповедующих ислам. Появилось много предположений, вплоть до того, что своим абсурдным решением суд предпринял попытку вызвать негодование мусульман и всплеск социальной напряженности в стране. Однако эффект получился обратным. Тамара Касаева, Магомед Сулейманов, Ильяс Цыкаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.